Госархив Ингушетии сегодня – это хранилище историко-культурного наследия народа, документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества. Одним из важных событий в 2022 в работе службы стало принятие закона Ингушетии о разграничении собственности между республикой и муниципальными образованиями на архивные документы. В прошлом году ведомством была проведена большая работа по обеспечению сохранности и госучета архивных документов. Архивариусы законтрактовали около 1400 дел. Объем архивных документов пополнился на 2049 единиц. Также проводилась работа по выявлению новых документов и материалов в архивных учреждениях, федеральных архивных учреждениях, в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном военно-историческом архиве и ряде других. По итогам было выявлено более 6000 кадров, откопировано новых документов, материалов по нашей истории, начиная с 18 по 20 века, которые поступили на хранение в наш государственный архив. Ярким событием в прошлом году стала международная научно-практическая конференция, посвященная 30-летию Ингушетии, где говорилось об исторических вехах и перспективах развития республики. Мероприятие было организовано Госархивом совместно с НИИ имени Чаха Ахриева. Участие приняли 85 ученых из различных субъектов России и зарубежных стран. Такое было резонансное, хорошее событие. Через именно такие конференции идет популяризация нашей истории и нашего архивного фонда, документов нашего архивного фонда, идет взаимодействие с другими регионами. То есть это очень важно. Не случайно итоги деятельности ведомства подводят именно сегодня. Ежегодно 10 марта отмечается День архивов в России. Они обеспечивают сохранность ценных архивов, принимают документы, обрабатывают их, комплектуют, готовят описи и не только. Все архивариусы страны сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В 2023 году День архивов празднуется 21 раз. Документы архивов сегодня хранятся не только в бумажном, но и в электронном форматах. Мастера архивного дела, помимо знаний и навыков, обладают оперативной памятью, особым типом мышления. Ведь в их работе необходимо анализировать большие объемы информации, быть усидчивыми, внимательными и собранными. Их кропотливый труд помогает сохранить воспоминания, оставленные предками, и увидеть нашу историю сквозь призму будущего. В прошлом году при поддержке нашего Министерства финансов были выделены средства в рамках нашей программы развития архивного дела на издания, которые у нас были заложены. Мы издали очередной седьмой том по семейных списков Владикавказского округа Тверской области, в том числе и с привлечением внебюджетных средств. Эти издания нам издаются. Это 7-й том, верхние, средние, нижние Чулуки. Туда вошли 1886 год. Это очень востребованное в нашей республике издание. Также мы издали книгу «Боевая, трудовая, спортивная слава Ингушетии». Там представлены кавалеры высших наград, начиная от Российской империи и заканчивая нашей современностью. Разделили праздничный день с хранителями прошлого и настоящего и гости из других ведомств. Присоединились ко всем поздравлениям и подчеркнули важность их деятельности для сохранения и изучения истории ингушского народа. То, что делает архивная служба, то, что делает археологический центр, и то, что делает Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук, это база, основа, на которой строится сегодняшняя государственность нашей республики. После подведения итогов собравшиеся обсудили планы на этот год. Работники Госархива в 2023-м намерены разработать стратегию развития архивного дела с охватом в том числе муниципальных и ведомственных архивов, а также продолжить работу по воссозданию историков. Главная наша задача и проблема сегодня – это обеспечение сохранности нашего архивного фонда, создание должных условий материально-технических. Госархив Ингушетии восстановился в качестве самостоятельного органа всего несколько лет назад. И перед ведомством стоит еще много задач. Особенно остро архивариусы нуждаются в новом здании, так как существует дефицит архивных площадей. Имеющееся хранилище заполнено на 100%. Сейчас для строительства объекта определен участок. В этом году уже будут готовить проектно-сметную документацию. Магомед Картоев отметил, что все вопросы решаются планомерно при поддержке правительства республики. Диана Дударова, Джамалел Султыгов. Новости 24.